Я продолжаю писать карту дня на 26 мая. Это вторая часть. Здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок смотрим. Если вам нужны первые 6 знаков, это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, у меня есть первая часть этого видео. Ссылочку на нее вы можете найти под этим видео в описании, да, если вниз прокрутите. Или же оставляйте мне в комментарии запрос, да, если вы не можете найти под видео. Я вам в комментарии оставлю тогда ссылку на первую часть. Смотрим дальше. Весы. 26 мая. 26 мая, четверг. События для весов. Покажите мне. Смотрим. Сейчас посмотрим. Карты были очень непослушные. Якорь. Ну, якорь показывает два варианта. Он либо показывает, что вы где-то, да, фиксируетесь на одном месте и много проводите времени, либо вы что-то заканчиваете, доделываете. Сундук. Сундук – это финансовые поступления. Успех. Интимная связь. Встреча с представителем закона власти. Флаг нельзя. Встреча со змеей. Да, то есть какой-то неприятный человек, который может вас, да, как-то вот ужалить, обидеть словом, что-то съязвить. Может быть также какая-то тайная встреча, тайное свидание. Так, смотрим теперь горизонтали, вертикали. Яблоко нельзя. Мешок нельзя. События в месяце. Луна. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите, у вас получается, у вас много событий, поэтому карты и падали, то есть показывает, что карты, если переворачиваются, падают, обычно это или суматошный день, да, или какая-то поездка, то есть, ну, когда вот такое, знаете, творится, да, вот сыр-бор. Поэтому у вас тут видно, что очень много событий просто. Первое, якорь показывает, что, возможно, первая половина дня она пройдет более как-то статично, да, вот, скажем так, где-то в одном месте. Затем идут финансовые поступления, интимная связь, карта успеха, успеха в делах, да, в работе, встреча с каким-то представителем закона власти, встреча с какой-то змеей. В принципе, как вариант, это, конечно, может быть и один человек, да, то есть подсказывает, что вот этот человек, он как-то вот настроен будет, да, по отношению к вам не очень. Но могут быть и разные люди. Затем показывает, что будет тайная какая-то встреча, еще возможно. И будет какое-то событие. Может быть, событие в месяц, например, вы ходите, да, там платить налоги, да, вот. Это может быть налоговый инспектор, да, вы ходите в налоговую, да, там, или, допустим, вы ходите платить за что-то, да, опять же. То есть, скорее всего, что вот эти события могут проиграться вместе. Вы что-то делаете 20, да, вот там 26, 25, 27 числа каждый месяц. И Луна всегда это показывает повторение. Так что вот такие события для вас. На четверг. У вас здесь минусом только выпала, получается, змея. Минус, да, и какая-то вот тайная непонятная встреча. Так, смотрим дальше. Скорпионы. 26 мая.
26 мая. Смотрим, скорпиончики, что у вас. Неприятность. Может произойти какая-то неприятность. Гости нельзя. Встреча с представителем закона власти. Успех. Да, возможно, вот эта встреча будет успешной, так как следующим событием выпало прекрасное настроение. Ну, потому что, да, тут все получилось, поэтому и настроение хорошее. Дальше, смотрите, получение новости еще может быть. Чаще всего, да, по молнии это либо там смс-ка на телефоне, да, либо письмо в электронной почте. То есть это именно какая-то вот электронная новость. Так, смотрите, показывает письмо всегда получение, да, то есть какое-то получение, мы что-то получаем документ, справку, бумагу, какую-то сертификат, да, то есть, возможно, вот человек, да, вы у какого-то человека получаете посылку, может быть. И как вариант, может быть, при получении произойдет какая-то неприятность. Но это как вариант, то есть может неприятность быть отдельно, да, а получение отдельно. Обман нельзя. Да, смотрите, получается, у вас выпадает первая неприятность. Ну, какая это может быть? Это может быть опоздание, да, то есть это может быть что-то забыли, да, там поехали что-то получать, не взяли с собой там код, документ, да, какой-то там, не знаю, в общем, что-то там произошло. Ну, чаще всего, конечно, неприятности это наши ошибки, да, то есть мы что-то делаем не так, да, из этого вот попадаем в неприятность. Поэтому, если вы будете осторожны и внимательны, может быть, вы даже ее избежите в этот день. Дальше идет получение, общение с представителем закона власти, успех, прекрасное настроение и получение новости. Видите, все остальные события очень хорошие. Главное тут вот избежать эту неприятность. Она, скорее всего, произойдет до обеда, может произойти, потому что первым событием выпало. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. 26 мая. Четверг. События дня. Хорошие новости. Первое у вас выпадает. События. Любовь. Исполнение желания. Неприятность. Да. Не все коту масленица, да. Так, казенный дом. Это какое-то госучреждение. Показывает неприятность, может быть связана с госучреждением. Но свечи показывают, что есть надежда, да, есть оптимизм на то, что все как-то вот решится, разрулится.
Да, надежда у вас тут не угасает. Ага, смотрите, это может быть больница. Да, болезнь выпадает рядышком. Госучреждение, больница, болезнь. Прибыль, поступления финансовые. Надежда на поступление. Корону нельзя. Чемодан — это разлука, расставание. Может быть в этот день с кем-то расставание. Обман нельзя. И здесь нет совпадений. Значит, смотрим. Все начинается с хорошей новости с утра. Затем все хорошо будет в личной жизни. Любовь, исполняется какое-то желание. Происходит неприятность. Ну, неприятность, не знаю какая. Опоздали, забыли, что-то потеряли, не взяли, не туда поехали, что-то перепутали. В общем, ошибка. Да, сделали какую-то ошибку, потом вот разбираетесь с ней. Затем показывает посещение госучреждения, скорее всего, больница. Да, намек есть, вот видите, болезнь, то есть плохое состояние здоровья, да, то есть или вы просто вынуждены поехать, допустим, за какой-то справкой, да, бумажкой, показывает, что болезнь и казенный дом. Затем надежда на получение финансовые есть, и есть еще какая-то разлука, возможно, вы с кем-то расстанетесь в этот день, но это временное, да, чемодан показывает временное расставание. Так что вот такие события, да, тут у вас и хорошие, и не очень, да, то есть 50 на 50, скажем так, будет в четверг. Благодарю за внимание, перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги. Козероги, 26 мая, четверг. Обман первого выпадает первым событием. Могут обмануть вас. Хотя иногда бывает, что и с нашей стороны, да, есть обман. То есть показывает, что обман будет. Но если вы никого не планируете обманывать, тогда будьте осторожны. Приглашение. Интимная связь. Обман рядом ложится с интимной связью. Верность. Ну, верность часто показывает, что все хорошо в личной жизни, да, в паре, именно в паре. Еще иногда указывает на какое-то событие у пары, да, в этот день, там, не знаю, день знакомства, день свадьбы. Победа. Результат может быть достижение какое-то. Свидание. Ну, тут в личной жизни все просто прекрасно у вас. Приглашение на свидание. Оптимизм. Свечи, да, свидание при свечах. Угу. Событие в месяце какое-то. Гости. Возможно, свидание пройдет в гостях. Да, то есть приглашение, кто-то вас позовет в гости. На романтический ужин, да.
Так, ссора небольшая еще есть, увидела. Скользкое дело. Скользкое дело — это какое-то заманчивое предложение, да, заманчивое, но потом как бы вы понимаете, что это был обман, да, то есть вы как бы вроде согласились, а потом выяснилось, что вас просто обманули, понимаете? Может быть, вот вас приглашают на свидание, вы там на что-то рассчитываете, да, а там выяснится какой-то обман на этом свидании, что ли. Похоже на то. Либо вы там, не знаю, обещали что-то одно. Скользкое дело — это когда нам много обещают, да, а в итоге мы ничего не получаем, понимаете? Вот как-то так. Угу. Здесь нет по вертикали. Значит, смотрите, что у вас. У вас очень много событий выпало, просто, ну, очень много. Я называю отдельно, не буду их пытаться соединить, хотя тут можно, конечно, историю придумать. Значит, смотрите, что точно видно, что может быть интимная связь, да, в этот день, но как-то она, вот как-то обман с ней будет связан, обман. И что интересно, этот же обман, скользкое дело, выпадает рядом с свиданием, да, и свечами, то есть какое-то свидание обманное, да, и секс-обман. В общем, я не знаю, может быть, тут пригласят на свидание, да, и обманут. В общем, я не знаю, что тут за история у вас. Но однозначно будьте осторожны. Будет какое-то скользкое предложение, на которое, да, вот будет выглядеть очень заманчиво, да, в виде свидания при свечах, а там, в общем, что-то будет как-то не очень вам понравится, да, судя по рыбе. Приглашение, опять же, да, скорее всего, это будет связано со свиданием. Приглашение, гости, верность. Показывает, что, по идее, как бы человеку можно доверять, да, то есть тому, кто приглашает. Также в этот день еще может быть победа, но она будет больше связана с работой, с делами, да, может быть, с хобби, с вашим какая-то победа. Событие, которое повторяется каждый месяц, также будет еще в этот день. И может быть ссора, да, вот. Но опять же, я думаю, что, скорее всего, да, вот это приглашение в гости, да, это на это свидание, оно закончится вот ссорой, потому что обман, да, то есть вы шли с какой-то одной надеждой, да, то есть что-то там, допустим, получить, да, а все получится по-другому, и, возможно, вот из-за этого ссора. Потому что, смотрите, тут ложится обман, и тут ложится обман. Так что вот какая-то такая история тут непонятная у вас, козерожки. Будьте осторожны, когда вас, если вас куда-то пригласят. Уточняйте заранее, да, что вам там ждать, на что надеяться, чтобы потом не быть обманутым. Ну, или обманутой. Так, хорошо. Смотрим дальше. Дальше у нас идут водолеи. Водолеи. Водолей, 26 мая, четверг. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Якорь. Первое событие. Ну, якорь — это всегда фиксация, да, то есть где-то вы зафиксируетесь. Ага, может быть, на каком-то застолье показывает. Можете зафиксироваться в этот день. Много времени проведете. Пустые разговоры там будут. Ну, понятно, да, то есть о том, о сём. Последние новости. Траты, возможно. Мешок с деньгами чаще показывает траты. Ну, у некоторых проигрывается как и поступления, поэтому не знаю. В общем, какие-то финансовые операции, поступления, расходы. Верность показывает гармоничные отношения в паре. У кого пара, конечно, есть.
Так, смотрим горизонтали, вертикали. Ссора есть, метла. Может быть, на этом застолье ссора. Ну, такая несерьезная, да, то есть по метле разногласия, да, скажем так. Угу. И здесь я не вижу совпадений. Получается, что в этот день? В этот день выпадает у вас якорь, первым, по-моему, выпал, да, то есть якорь показывает фиксацию, где? На каком-то застолье. Что будет? Будут пустые разговоры, может быть небольшая ссора. Дальше также в этот день будут какие-то финансовые операции, да, то есть поступления, траты, что-то будет с деньгами связано. И будет все хорошо в личной жизни, да, то есть любовь, взаимопонимание, может быть тут, да, вы вместе будете на застолье как вариант. Ну, в общем, тут все будет хорошо в этой сфере. И вот такие у меня для вас тут такая информация выпала. У вас все события хорошие, кроме, да, вот небольшой ссоры. Но опять же, до ссоры всегда можно избежать, зная о том, что она может быть. Благодарю за внимание, Водолей. Переходим к рыбкам. Рыбки у нас остались. Так, рыбки. Информация для вас. 26 мая, четверг. События дня для рыбок. Покажите мне, пожалуйста. Глубокая печаль. Это могут быть какие-то сильные переживания. Сейчас посмотрим, может быть, будет подсказочка, где. Любовь. Ну, точно не в личной жизни, тут все будет хорошо. Если нет, это может быть знакомство. Часто два сердца, да, проигрывается как встреча. Ага, вот смотрите, есть очень сильный конфликт с кем-то. В этот день 2 меча, выяснение отношений. Да, прям вот, когда люди серьезно ругаются. Но это точно будет не с личной жизнью связано. Ножницы, решится какой-то вопрос, какое-то дело. Еще иногда ножницы – это отсекание, отрезание, да, то есть, возможно, вот после конфликта вы можете с каким-то человеком, да, вот отсечь его из своей жизни. Иногда так еще ножницы проигрываются. Рыбу нельзя. Так, смотрим теперь, что у нас горизонтали. Горизонтали нет совпадений. В вертикали есть удача. Удача вам сопутствует в этот день. Так, встречу нельзя. Конвертик тоже нельзя было, потому что уже зафиксирована карточка. Угу. И здесь нет совпадений. Значит, у вас получается, смотрите, день, да, вот несмотря на этот конфликт, показывает, что для вас будет удачным. Ну, может быть, потому что все хорошо в личной жизни, да, вот решается какой-то вопрос для вас, да, возможно, который вы не могли долго решить, в этот день решите. Это плюсы, да, но есть вот и минус, это конфликт, который может вас очень сильно расстроить, прям очень, да, колодец показывает глубокие чувства, да, когда нас очень что-то трогает до глубины души. Поэтому вот, опять же, да, то есть это предостережение, этого всегда можно избежать.
Да, то есть, если уже видите накал страстей, да, лучше переложить разговор на другой день, да, успокоиться, а потом поговорить, чтобы не доводить все это до мечей, да, это когда люди разрывают отношения, да, то есть, когда уже вот прям очень сильно ругаются. Так что, рыбки, вот такое у меня для вас предостережение на четверг. Единственный минус такой. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.